Итак, сегодня четвертый день наших весенних учений Арья Кшемы. И много людей слушают эти учения в прямой трансляции в интернете. Но основными, кто является получателями этих учений, это основные слушатели, это монахини, которые принимают участие в весеннем собрании Арья Кшемы. И независимо от того, где вы находитесь и как вы принимаете участие в этих учениях, я хочу вас всех тепло поприветствовать. И сейчас давайте продолжим изучать 50 строф о гуру. Подождите минутку, я хочу показать вам свой экран. И продолжая с того момента, где мы остановились, хочу вам напомнить, что мы с вами рассматриваем самую первую строфу 50 строф о гуру. И похоже, что поскольку я долго не мог определиться, к какому структурному содержанию следовать, у нас не было ясности, каково же структурное содержание этого сочинения, этого трактата. И Джитсун Драгпа Гьялтsen разделяет этот трактат на 3 части. Это вступительная часть, основная часть и заключительная часть. Вступительная часть состоит из 2 частей. Это выражение почтения и обещание сочинить. Первое из них – это выражение почтения. Это первая половина первой строфы. Первые 2 строки тибетского стиха, которые гласят: «Я кланяюсь должным образом лотосовым стопам гуру, который является причиной обретения состояния славного ваджрасаттвы». И я уже начал объяснять слова этих строк. И согласно санскритскому комментарию. И сегодня я хочу продолжить и объяснить его, опираясь на тибетские комментарии. В тибетской традиции самым древним комментарием является комментарий Джитсун Драгпа Гьялтсена. И этот комментарий в этом смысле особенный. В нем содержится особое положение, которое отличается от положений в других комментариях. И Джитсун Драгпа Гьялтсен разъясняет эти строки следующим образом. Прежде всего, что такое славный ваджрасаттва? Славный означает тот, кто обладает недвойственной мудростью. Кто же это, кто обладает недвойственной мудростью? Это ваджрасаттва. В слове ваджрасаттва 2 слова. Это ваджра и саттва. Ваджра означает шуньяту, пустоту, тогда как саттва означает великое сострадание, лишенное любой точки опоры. И таким образом ваджрасаттва – это мудрость нераздельной пустотности и сострадания. Это также то, что называется самадхи, подобно ваджре. Ваджра подобно самадхи. И состояние означает уровень. И
причина обретения этого уровня, либо этого состояния ваджрасаттвы нераздельной пустоты и мудрости является наставление совершенного гуру и затем применение этих наставлений на практике, то есть практика пути. И благодаря этому мы сможем проявить ваджра-подобное самадхи. Оно является результатом опоры на наставление гуру. И для того, чтобы обрести это состояние ваджрасаттвы, зависит от гуру. Когда мы кланяемся стопам гуру, таким образом мы склоняем свою голову к самой низшей части их тела, их стопам. И когда в строке говорится «кланяясь должным образом», что такое должным образом? Это то, как мастера, такие как автор 50 строф, мастер Бавила, кланялся гуру. Точно так же и мы кланяемся гуру с почтением, телом, речью и умом. И это то, как это разъясняет Джитсун Драгпо Гьялтsen. И сейчас давайте взглянем на другой тибетский комментарий, который является самым известным комментарием тибетской традиции. Это комментарий Дже Цонгкапы. И в этом комментарии говорится, что строки «Я кланяюсь должным образом лотосовым стопам гуру», который является причиной обретения состояния славного ваджрасаттвы, то чему мы кланяемся? Мы кланяемся лотосовым стопам гуру. То есть здесь стопы гуру сравниваются с лотосом. То есть лотос используется как метафора, с которым, то есть сравнение. И тот, кто кланяется этим стопам гуру, мастер Бавила, он склоняет свою голову, свою самую чистую, самую высшую часть тела стопам гуру. То есть он прикасается своей макушкой к стопам гуру, и таким образом он выражает высшую форму почтения. Это наивысшая форма почтения, когда мы макушкой прикасаемся к стопам. И каким образом он делает это? Он делает это должным образом. Должным образом, опять же, означает кланяться с почтением с помощью тела, речи и ума, то есть всеми тремя вратами. Не только своим телом, но также и речью, и умом. То есть всеми тремя вратами одновременно мы с почтением кланяемся гуру. И как нам следует это делать? Правильный способ такого выражения почтения описывается в писаниях. То есть в соответствии с писаниями мы кланяемся гуру. И следующий вопрос. Кто этот гуру? На что он похож? В строфе говорится, что это тот, кто обрел состояние славного ваджрасаттвы, тот, кто является причиной обретения состояния славного ваджрасаттвы. И как это объясняется в 7 главе, первой из 2 книг Хиваджры, славный означает недвойственную мудрость. И славный на санскрите будет Шри, и это Шри означает
обретения недвойственной мудрости. А главной коренной причиной обретения этой недвойственной мудрости, то есть состояния либо уровня ваджрасаттвы, является тот, кто обладает природой недвойственной мудрости. И как это описывается в Ваджрасекхара тантре. Кто такой ваджрасаттва? Мудрость высшего просветления называется ваджрой. И поскольку он возникает как ваджра мудрости, он зовется ваджрасаттвой. И здесь говорится о том, что в этом мудрость нераздельна с таковостью. И мудрость нераздельна с таковостью и является ваджрой. Тогда как рупа кай, которые возникают из этой таковости, проявляются из этой таковости, они именуются саттвой. То есть кай формы, возникающие из таковости ваджры, являются саттвой. И именно поэтому он называется ваджрасаттвой. И таким образом дхарма кая, либо кая таковости и рупа кая соединяются в том, что называется ваджрасаттвой. И я хочу вам показать снова свой экран. Здесь вы видите таблицу, в которой рассмотрены все слова этих строф на санскрите, тибетском, китайском и английском. Я бы хотел это рассказать подробно, но, похоже, у нас для этого сегодня нет времени. Поэтому давайте продолжим и перейдем к следующей части, вступительной части, которая заключается в обещании сочинить, обещании написать. И это вторая часть первой строфы, 3-4 строки. В ней говорится: следование за ними описано во многих безупречных тантрах. Я кратко изложу их. Слушайте с почтением. И китайский перевод, который вы видите на экране, это не древний перевод санскрита, а современный перевод с тибетского. Почему я решил использовать именно этот перевод? Поскольку в своем разъяснении я опираюсь на тибетский, древний китайский перевод отличается от тибетского по своей форме. Поэтому, чтобы было легче следить за текстом, когда я разъясняю его, я выбрал этот перевод на китайский с тибетского. И после китайского вы даже видите современный перевод на английский. И это вторая половина первой строфы изложена в этой таблице на санскрите, тибетском, современном китайском и английском. И, как я уже говорил, есть индийские санскритские комментарии, в котором излагаются сложные места, сложные положения трактата 50 строф о гуру. И в этом санскритском комментарии говорится: после того, как мы поклонились лотосовым стопам гуру, что нам следует сделать? То есть, какова наша задача после того, как мы поклонились лотосовым стопам гуру? И в трактате говорится, что то, как следовать гуру, изложено в безупречных тантрах. Что такое безупречный? Безупречный означает чистый, безошибочный. Мы также можем описать либо объяснить безупречный
как такой, что свободен от любых загрязнений, любых омрачений. И в этом контексте это означает, что они свободны от любой недобродетели, от любых загрязнений недобродетели. И поэтому, когда мы говорим безупречны, мы имеем в виду, что автор 50 строф почитания гуру, когда он пишет, создает этот трактат, он не придумывает что-либо, то есть написанное им не является его выдумкой. Он лишь повторяет то, что описано в безупречных тантрах. То есть он излагает лишь основные положения, которые разъяснены в тантрах. Именно поэтому в 50 строфах говорится, как описано в безупречных тантрах. И это говорит нам о том, что это сочинение 50 строф не является выдумкой, а соответствует учениям, содержащимся в тантрах. И когда мы говорим слово тантра, то что означает слово тантра? Тантра на санскрите, согласно индийскому комментарию, означает продолжение, либо продолжительность, беспрерывность. И тантры разделяются на 3 группы. Это тантры причины, тантры плода и тантры метода. Именно так они описываются в санскритских комментариях. Подождите минутку. Итак, тантра означает продолжительность, либо беспрерывность. И тантра разделяется на тантры причины, тантры плода, либо результаты, и тантры метода. Таким образом выделяется 3 типа тантры. И когда мы говорим о тантрах причины, то эти тантры разделяются на различные семейства тантра. И поскольку тантры плода — это тантры классификации великого Ваджрадхары, которые происходят из различий в различных семействах. И они являются природой качеств всех Будд. И поскольку тантры связаны с различными ритуалами, среди них выделяется несколько подклассов. Это крия, чарья, йога и ануттара йога тантра. И то, как почитать гуру, описывается в различных тантрах. В тантрах излагается, что является правильным способом почитания гуру, что является неправильным способом. И автор 50 строф говорит нам, что он собрал воедино все, что описывается в этих безупречных тантрах.
И следующий вопрос, который может возникнуть, если Будда уже изложил этот вопрос правильного способа почитания гуру во всех этих тантрах, тогда в чем потребность, в чем необходимость снова писать об этом? И это такого вида сомнения, либо такой вопрос может возникнуть у людей. И вот, отвечая на этот вопрос, автор говорит в первой строфе, что я кратко изложу содержание этих тантров. То есть я кратко изложу то, что изложено в этих тантрах. Что это означает? Говорится, что учитель Ваджрадхара безошибочно объяснил, каким образом нам следует следовать гуру во множестве тантр. Но количество тантр очень велико. И если мы зададимся вопросом, а можем ли мы изучить все эти тантры, то у нас нет времени читать все эти тантры, изучать все эти тантры. И также это сложно читать и изучать тантры. И в связи с этим я хочу вам рассказать историю, связанную с жизнью Джова Атиша. Говорится, когда Атиша стал настоятелем Викрамашилы, которая в то время была величайшим центром изучения тантрических учений. То есть это была та колыбель, в которой изучалась Ваджраяна Тантраяна, и тантрические учения передавались через мастеров, которые преподавали Викрамашиле. И по этой причине в коллекции собрания текстов, хранящихся в университете Викрамашилы, было очень много тантрических текстов. И когда Атиша стал настоятелем этого монастыря-университета, то он был уверен в том, что в хранилищах нет ни одного текста, тантрического текста, который бы он не знал. То есть у него была такая гордыня, уверенность в этом. И тогда во сне ему явилась Арья Тара. И во сне она показала ему тантрический текст и спросила, читал ли ты, изучал ли ты когда-либо такую тантру? На это Атиша ответил, не говоря уже о том, что я никогда не изучал, не читал эту тантру, я никогда даже не слышал название этой тантры. Таким образом, Арья Тара спросила его несколько раз о нескольких тантрах, и на все его вопросы он ответил, что я никогда не видел, не слышал об этих тантрах. И тогда Арья Тара ответила, я спросила тебя о нескольких тантрических текстах, однако ты ответил, что ты не только никогда не читал их, ты никогда даже не слышал их названий. И когда Атиша услышал это, то его гордыня и уверенность в том, что он знает все тантрические тексты, уменьшилась. Дальше, когда Атиша пришел в Тибет, и когда он дошел до центрального Тибета Уцанга, он пришел в Самье. Самье был самым главным монастырем центрального Тибета Уцанга. И в Самье сохранилась очень богатая библиотека текстов, которые собирались в Самье со времен императоров, то есть тибетских императоров. И среди этих текстов, хранящихся в Самье, было также много тантрических текстов. И когда Атиша увидел их
то он понял, что среди этих текстов есть индийские тексты, которых он никогда не видел. То есть в этом тибетской библиотеке было много текстов, которые Атиша никогда не видел, находясь в Индии. И тогда он скопировал их и отправил в Индию, передал их в Индию. И если Атиша, который считается одним из величайших ученых и практиков тайной мантры Ваджраяны, если он понял, что в Викрамашиле есть только тексты, которых он не знал, и также он нашел в Тибете текстов, которых он никогда не видел, то это означает, что даже такое великое существо, как он, не могло изучить все тантры. То что же говорить о таких обычных людях, как мы? Для нас очень сложно изучить все тантры. Именно поэтому, для того, чтобы принести благо обычным существам и изложить последовательно то, что изложено в тантрах, изложить это кратко, поскольку часто то, что излагается в тантрах, изложено непоследовательно, что-то утеряно, что-то не изложено в полноте. И для того, чтобы помочь обычным существам понять это, автор 50 строф собрал все изложенное в тантрах воедино и изложил кратким образом. И зачем он вспоминает об этом? Для того, чтобы ответить на любые вопросы, либо сомнения, что то, что он написал, является повторением того, что уже сказано, то, что уже написано в тантрах. То есть он говорит: я изучил все учения тантр касательно того, как следует следовать гуру, и, собрав все это воедино, я кратко изложил это здесь, в своем трактате. Поэтому вы, ученики, слушайте с почтением. И что означает «слушайте с почтением»? Здесь речь идет о недостатках сосудов, то есть о недостатках того, кто слушает, недостатках слушателя. Всего выделяется 3 таких недостатка. И это сосуд, который перевернут, это нечистый сосуд и пробитый сосуд. То есть все эти недостатки мешают слушателю во всей полноте и чистоте получить учение. Поэтому, когда автор 50 строф говорит «слушайте с почтением», он имеет в виду «слушайте свободные от всех этих недостатков слушателя». И об этом говорится в санскритском комментарии о разъяснении сложных аспектов. И следующее, давайте взглянем на то, как это излагает Jetsun Dragpa Gyaltsen. Следуя, Jetsun Dragpa Gyaltsen говорит, что это означает, что это означает в соответствии с тому, как это изложено во множестве тантр. И среди всех множеств тантр автор опирается на безупречные тантры. Следуя тантрам, я изучил и понял, как это излагается в тантрах, и теперь я изложу это в своем трактате. Это можно понять это таким образом. Также это можно понять другим образом.
поскольку есть много различных тантр, однако те тантры, которым автор следует, это безупречные тантры. Безупречные тантры означает буддийские тантры, поскольку есть еще не буддийские тантры. Но лишь буддийские тантры являются словами гуру Ваджрадары, и лишь они являются безупречными, поскольку они не были созданы обычными существами, они созданы изначально Буддой Ваджрадары. Именно поэтому они безупречны. И когда мы говорим о таких безупречных тантрах, то есть много тантр, однако среди всех них выделяется 5 основных тантр. Я уже говорил о них, когда я говорил, что выделяется 5 основных пунктов трактата, и они опираются на 5 тантр. Если мы будем перечислять их, на самом деле они даже не 5, а 6 тантр. Это тантра Вайрочаны, Ваджра Ушниши, Ямантаки, Гухья Самаджи и Ваджра Панджара тантра. И способ следования гуру описывается во множестве тантр, но главными среди них являются эти 5 либо 6 тантр, о которых мы уже с вами говорили. То есть автор трактата говорит, что я собрал основные положения этих тантр и без какого-либо повторения изложил все эти положения. И таким образом он говорит нам о том, что он не повторяет то, что уже было сделано, поскольку в тантрах все это разрозненно, непоследовательно, но он излагает это последовательно и кратким образом. Именно в этом смысл написания 50 строф. Как Джая Цонкапа объясняет это, его объяснение похоже на объяснение Джитсуна Джокпа Гьялсена, которое мы с вами только что рассмотрели. Джая Цонкапа говорит: поклонившись гуру, что мне следует сделать? Он говорит, что то, что он изложит, это не его собственные выдумки, это не его собственные мысли, измышления, но это то, чему нам следует доверять. Почему? Потому что это то, что изложено во множестве безупречных тантр. То есть он лишь кратко излагает то, что изложено в тантрах. И если мы взглянем на этот комментарий Джая Цонкапы, то мы увидим, что каждую строфу Джая Цонкапа объясняет, опираясь на источник той тантры, из которой происходят эти учения. То есть он объясняет, из каких тантр происходит учение, которые изложены в 50 строфах, и поэтому его комментарии особенные. И таким образом он опять же объясняет, что в 50 строфах излагается то, что уже изложено в тантрах, но излагается это особым образом, последовательно, кратко, и в результате изложения является таким, что имеет смысл, оно полезно, а не просто повторяет то, что уже изложено. И
И это разъяснение обещания сочинить. После этого мы переходим ко второй строфе. И со второй строфы начинается основная часть текста. И что касается основной части, мне кажется, лучше опираться на структурное содержание Джэцунгкапы. Это то, что я использовал в прошлый раз, когда я учил этому трактату на китайском. Поэтому сейчас я также буду опираться на структурное содержание Джэцунгкапы. И Джэцунгкапа также разделяет трактат на три части. Это вступительная, основная и завершающая, заключительная. И если мы сравним подпункты этого структурного содержания, если мы взглянем на подпункты этого содержания, то основная часть заключается в нескольких подпунктах. Это то, почему нам следует следовать гуру, это описание качеств гуру и разъяснение способа следования гуру. То есть первое, что излагается, это причина, почему нам следует следовать за гуру, почему нам следует почитать гуру. И затем, каким образом мы кланяемся гуру, как мы почитаем гуру. И третье – это качество гуру, а также качество ученика. И сегодня мы рассмотрим первое из этих подпунктов. Это причины, по которым нам следует следовать гуру, почему нам следует почитать гуру. Вы видите на экране санскрит, тибетский, китайский и английский второй строфы. Это вторая строфа гласит: в трех временах Татагаты, которые пребывают в мирах 10 направлений, кланяются ваджрным мастерам, которые получили высшее посвящение. И первое, мы взглянем на разъяснение этой строфы в санскритском комментарии. И нам нет необходимости изучать каждое слово, изложенное в санскритском комментарии, однако, говоря в общем, главное, на что следует взглянуть, это понятие посвящения, либо абишеки. Вы видите, первое санскритское слово – это абишека. Что такое абишека? Абишека – это на самом деле ритуальное омовение. Ритуальное омовение очищает внешнее омрачение тела, внешнее загрязнение тела. И таким образом оно также является посвящением. Затем следующее – это высшее посвящение. Что такое высшее? Высшее означает величайшее. И поскольку она является причиной обретения высшего результата, она является высшим. То есть это высшее посвящение, высшее абишека, поскольку оно ведет к обретению высшего плода. И высшее посвящение означает, что оно является причиной обретения высшего плода,
И это можно объяснить двумя способами. Первый – это то, что под этим понимается любое посвящение, то есть высшее посвящение. Абишак означает любое, абишаку любое посвящение. Почему? Потому что на самом деле любое посвящение является причиной обретения высшего плода, высшего результата. Поэтому это может относиться ко всем посвящениям тайной мантры Ваджраяны. Второе – это понимание высшего посвящения. Это понимание его как высшего среди всех посвящений Ваджраяны. И самым высшим посвящением тантры является 4-е посвящение, посвящение слова. И поэтому из 4 посвящений именно 4-е посвящение, посвящение драгоценного слова, является наивысшим. И когда мы говорим, что эти ваджрные мастера получили это высшее посвящение, это означает, что они получили это высшее посвящение, обладают качествами, которые обретаются благодаря получению этого высшего посвящения. Ваджра Ачарья, то, что обычно переводится как ваджрный мастер, то это понятие Ваджра Ачарья состоит из 2 слов Ваджра и Ачарья. Первое, Ваджра, означает то, что соответствует дисциплине Ваджрадары. То есть те, кто следует дисциплине Ваджрадары, являются Ваджра-ачарьями, ваджранными мастерами. Второе объяснение Ваджра – это то, что они обладают недвойственной мудростью, и эту недвойственную мудрость нельзя никак изменить, нельзя ее каким-то образом разделить. И именно поэтому они обладают ваджрой. И кроме того, они ведут учеников к обретению этой недвойственной мудрости, подобной ваджре. Поэтому они ачари, либо мастера. Таким образом, они ваджра-ачари. Они ведут учеников, обладающих необходимыми качествами, к обретению этих высших качеств. Именно поэтому они являются ваджрными мастерами, ваджра-ачарьями. И следующее слово, которое мы видим в этой строфе, это татагата. И есть несколько способов понимания понятия татагата. Татагата – это тот, кто знает все, что существует, и знает это верным образом. То есть, как часто говорится, они видят все, как будто оно находится у них на ладони. Главное, что знает Татагата, это истинный путь. И Татагата не только ведает истинный путь, но он также является тем, кто прошел по истинному пути, прошел истину Татагата. И он прошел по пути, и он познал истинный путь. Именно поэтому он называется Татагата. Второе объяснение – это то, что Татагата способен учить в соответствии с намерениями учеников. То есть они знают, к какому семейству они принадлежат. Они знают верное время, в которое их следует учить. И также они знают, какую дхарму им следует преподать, чтобы это привело их к обретению плоду. И таким образом Татагата – это тот, кто способен учить в соответствии с индивидуальными склонностями, способностями. И именно поэтому они называются Татагатами. Татагата – это другое слово, означающее Будду. Следующее в 10 направлениях. Что такое
10 направлений дождей на санскрите. Это 4 основных направления: восток, запад, юг и север. Это также второстепенные направления: северо-восток, юго-запад, северо-запад и северо-восток. И кроме этого, это направление вниз и вверх. То есть 4 основных направления, 4 второстепенных направления, либо промежуточных направлений, и 2 направления вниз и вверх вместе составляет 10 направлений. Следующее говорится, что они пребывают в мирах. Локадату на санскрите. Что такое локадату в этом контексте? Это чистые миры, буддовые земли, земли Будд, например, такие как Сукхавати, чистая земля Будды Амитабхи. И это, то есть речь идет о тех Буддах, которые пребывают в этих мирах 10 направлений. То есть во всех этих направлениях, в 4 основных, в 4 второстепенных направлениях сверху и снизу находятся бесконечные земли Будд, и в них пребывают все эти Будды, все эти Татагаты. И следующее говорится, что в 3 временах. 3 времени обычно означают прошлое, настоящее и будущее. Однако здесь, согласно разъяснению, это относится не к прошлому, настоящему и будущему, а к 3 временам на протяжении одного дня. То есть утру, полудню и вечеру. То есть в эти 3 времени дня, утром, в полдень и вечером, Будды приходят и простираются, либо кланяются гуру. И главное, таким образом, о чем говорится здесь, это то, что все Будды, Татагаты, пребывающие во всех мирах 10 сторон, 3 раза на протяжении одного дня приходят и кланятся гуру. И тогда у нас может возникнуть вопрос, а почему Будды простираются к гуру? Обычно происходит наоборот, будь то учителя, важерные, мастера, кто бы то ни был, они простираются перед Буддами и Бодхисаттвами. Почему же тогда в трактате говорится, что Будды и Бодхисаттвы кланяются гуру? Будды — это учителя, тогда как гуру — это ученики. Поэтому ученики гуру должны простираться перед своими учителями, Буддами. Почему сказано наоборот, что Будды простираются перед гуру? И объясняя это в индийском санскритском комментарии, говорится прежде всего, что здесь имеется в виду квалифицированные ваджрачарьи, а не просто любой мастер, дарующий посвящение. Почему же все Будды простираются перед таким мастером? Прежде всего потому, что гуру является воплощением Ваджрадары, является нераздельным с Ваджрадарой. И именно поэтому они простираются перед ним. Кроме того, Ваджрадара является природой всех Будд, природой всех Татагат. Ваджрадара неразделен от природы Будд
всех татагат, именно этой природе. Перед этой природой простираются все татагаты. И это более подробно излагается в 22 строфе 50 строф. 22 строфа учит, что ученикам следует считать гуру не отличным от Ваджрадары. То есть в ней говорится о том, что ученикам следует видеть своего гуру как Будду. То есть по своей природе гуру является Буддой. И таким образом им следует зарождать веру и преданность гуру. И это часто излагается в тантрах, не в одной либо двух, но во многих тантрах содержится это утверждение. К примеру, в 17 строфе Гохья Самаджа, тантры Гохья Самаджа, говорится, что Бодхисаттва Махасаттва Майтрея поклонился всем татагатам и спросил: благословенные, как все татагаты и все бодхисаттвы видят ачарю, видят мастера, который получил посвящение Гохья Самаджи, то есть был посвящен Гохья Самаджу. Как все Будды и Бодхисаттвы видят такого мастера, как они к нему относятся? Это вопрос, который Майтрея, Бодхисаттва Майтрея спрашивает всех Будд. Каким образом следует относиться к таким гуру? И в ответ на этот вопрос все татагаты отвечают: сын благородной семьи. Все татагаты и все бодхисаттвы видят таких гуру, как Бодхичитта Ваджру. Почему? Поскольку Бодхичитта Ваджра и такой ачарья, такой мастер нераздельны. То есть в Гохья Самаджа Тантре говорится, что татагаты отвечают Майтрею, что все татагаты видят такого гуру, который был посвящен Гохья Самаджи, как Бодхичитта Ваджру. То есть они видят его не как обычное существо, а как Бодхичитта Ваджру. Поскольку Бодхичитта Ваджра и мастер нераздельны, они не двойственны. То есть посвященные в Гохья Самаджу и Бодхичитта Ваджра нераздельны. Они нераздельны по своей сути. Именно поэтому татагаты почитают такого гуру. Дальше в Гохья Самаджа говорится: сын благородной семьи. Излагая это вкратце, все Будды и Бодхисаттвы, пребывающие в мирах 10 сторон, приходят в 3 временах и совершают подношение ваджрному мастеру, Ваджрачарье. После этого они возвращаются в свои чистые земли, в свои поля Будд. И когда они возвращаются в эти земли, они говорят, что гуру — это матери всех татагат, это отцы всех татагат, это учителя всех татагат. Именно это говорится в Гохья Самаджа Тантре. То есть это означает, что согласно этой тантре все гуру — это матери, отцы и учителя всех татагат. Таким образом, это является восхваление всех гуру. Джайсангапа в своем комментарии объясняет это следующим образом.
Он говорит, что это источником описания этого является тантра Гухья Самаджа. Однако, когда в тексте упоминается посвящение, это не означает, что речь идет лишь о посвящении в Гухья Самаджу. Это может относиться к любому посвящению Тантраяны. То есть любой гуру, получающий посвящение Тантраяны, обладает такими качествами. И о таком гуру нам следует думать как о Будде. А дальше Джет Санкапа говорит, что Бодхичитта Ваджра в этом контексте означает Ваджрадара. То есть Бодхичитта Ваджра — это просто другое имя Ваджрадары. И если таким образом мы соединим разъясненное Джет Санкапа с индийским комментарием, то это будет означать, что гуру, получивший посвящение, является нераздельным с Ваджрадарой, то есть он не двойственен по своей сути с Ваджрадарой. В этой строфе разъясняется, почему гуру является таким важным. И это также объясняет причины, по которым мы, обычные существа, должны почитать гуру. То есть в чем заключается логика такого почитания? Поскольку все татагаты, все будды почитают гуру, то значит и нам, обычным существам, следует поступать так же. Нам следует почитать гуру точно так же, как это делают все татагаты. И если Ваджрамастер является Буддой, то нет нужды говорить о том, что следует почитать такого мастера. Но если ваджрный мастер не является Буддой, а является обычным существом, тем не менее он тот, кто заслуживает почитания. И в этих строках и в этом разъяснении говорится, почему нам следует почитать такого гуру, который обычное существо, не Будда. И объяснение как раз и заключается в том, что все татагаты почитают такого гуру. И дальше мы взглянем, как это разъяснено в 4 тантрах. Первая из них — это крия-тантра Ваджраушниша. В Ваджраушниша тантре говорится, что ваджрный мастер Ваджрачарья — это тот, кто получил высшее посвящение. И он по своей сути является Буддой Дипамкарой. А это посвящение — это ваджра-подобное самадхи, самадхи-подобное ваджре. Будда Дипамкара — тот, кто обрел это высшее посвящение, и он обрел это высшее состояние ваджра-подобного самадхи. И Будда Дипамкара считается учителем всех Будд нашей благой кальпы. К примеру, в истории Будды Шакьямуни говорится, что когда в прошлом он был царем по имени Шурадатта, то тогда Будда Дипамкара был бодхисаттвой по имени Сучандра. И этот бодхисаттва Сучандра даровал царю Шурадатте, будущему Будде Шакьямуни, обеты бодхисаттвы. Затем же, когда Будда Дипамкара стал просветленным, стал Буддой, то он был непосредственным учителем того, кто стал Буддой Шакьямуни. Точно так же Будда Дипамкара является учителем всех Будд нашей благой кальпы. И по этой причине Будда Шакьямуни, а также все другие Будды нашей благой кальпы простираются перед Дипамкарой в знак благодарности за его доброту как учителя. И если Будды простираются перед своим учителем, то что же говорить об обычных людях, обычных существах,
Конечно, безусловно, нам следует почитать своего гуру. И нам следует почитать своего гуру как Будду Дипанкару, поскольку Будда Дипанкара – это учитель всех Будд. Именно так это разъясняется в Крия-тантре Ваджраушниша. Второе – это разъяснение согласно Майя-самвара-тантре. В Майя-самваре говорится, что высшее посвящение – это полное ваджарное посвящение, либо полное тантрическое посвящение. И это то полное посвящение, которое получает ваджарный мастер, ваджрачарья. И если любое обычное существо получает такое посвящение, то тогда он обретает постижение. И даже если дарующий такое посвящение сам по себе не является обычным существом, но получающий посвящение благодаря этому обретает постижение, тогда получивший его становится тем, кто познает таковость, то есть он познает все типы таковости. В результате такого посвящения получивший его обретает способность приносить благо существам, и они сами по своей сути становятся ваджра-ачарьями, ваджарными мастерами. Дальше в Майя-самвара-тантре говорится, что татагаты, которые выражают почтение, означает, что бодхисаттва простирается перед татагатами. И тогда возникает вопрос, кто перед кем простирается и почему. То есть если бодхисаттва, выражение татагаты простирается перед этими гуру, означает, что бодхисаттвы простираются перед этими гуру, то как же татагаты связаны с бодхисаттвами? В этой тантре объясняется это так, что поскольку на макушке головы каждого бодхисаттвы постоянно пребывают Будды 5 семейств, то есть все татагаты пребывают на макушке каждого бодхисаттвы, то когда бодхисаттва кланяется гуру, то и все татагаты, пребывающие на его макушке, на его голове, также кланяются. И именно это означает, что когда простирается бодхисаттва, простираются все татагаты. И когда бодхисаттвы простираются перед гуру, они после этого говорят: совершенно чудесно, мы радуемся, поскольку ты совершаешь наши деяния. Так они славят такого гуру и кланяются ему. Именно так это объясняется в Майя-самвара-тантре. И тогда возникает вопрос, а почему бодхисаттвы, включая великих бодхисаттв, махасаттв, то есть бодхисаттв, которые пребывают на 10-м бхуме, на 10-й ступени перед просветлением, простираются перед мастерами, которые являются обычными существами? Как нам следует это понимать? Это объясняется следующим образом. Бодхисаттвы кланятся таким гуру, поскольку они радуются, они удовлетворены. Чем они удовлетворены, почему они радуются? Это связано с активностью самих бодхисаттв. Бодхисаттва – это тот, кто зарождает бодхичиттву, и затем все, что делает бодхисаттва, это стремление и деяние, чтобы привести всех существ к просветлению. И когда такие бодхисаттвы кланяются гуру, они радуются тому, что этот гуру приносит благо существам.
Ведь просто одного намерения приносить благо существам недостаточно. Необходимо совершать деяния, приносящие благо существам. Недостаточно лишь стремиться к этому. Бодхичитта намерения самой по себе недостаточно. Необходимо совершать деяния бодхисаттвы, практиковать бодхичитту применения. И именно это и делает гуру. Ведь гуру своими активностями, своими деяниями приносит благо существам. Он дарует им посвящение, он дарует им учение дхармы. И таким образом он приводит существ к просветлению. И благодаря этому он облегчает бремя, которое несут все бодхисаттвы. Ведь эта цель, эта задача принести благо всем существам, она похожа на груз, она похожа на бремя, которое несут все бодхисаттвы. Представьте, что бодхисаттвы несут на себе большой груз. И когда бодхисаттвы берут на себя такую часть этого груза, этого бремени, таким образом они уменьшают тот груз, который несут бодхисаттвы. И поскольку они уменьшают этот груз, они являются помощниками бодхисаттв. То, что они делают, помогает деяниям бодхисаттвы. Именно поэтому бодхисаттвы радуются и кланяются таким гуру. Мы можем сравнить это с ситуацией, которая может сложиться в многодетной семье. Представьте, в семье 10-20 детей. Соответственно, в такой семье очень сложно вырастить их всех. Это большой груз, это большое бремя для родителей вырастить, воспитать всех этих детей. И тогда они могут отдать этих детей своим родственникам, своим братьям и сестрам на воспитание. То есть они отдают их, и они просят заботиться о них, воспитывать их как своих детей. Эти родственники растят этих детей с большой любви, с большой заботой. И затем, когда дети вырастают, они возвращают этих детей назад в семью своим родителям. И говорят: мы вырастили ваших детей, эти дети уже взрослые, сейчас мы возвращаем их вам. И когда это происходит, родители очень радуются. И говорят: вы были очень добры, что вы помогли нам вырастить наших детей, воспитать наших детей. Таким образом, вы уменьшили наше бремя, наш груз. И поэтому от всего сердца они чувствуют благодарность к этим родственникам, даруют им подарки. И это похоже на то, когда мастера, которые даже являются обычными существами, делают все, что в их силах, в соответствии со своими способностями, для того, чтобы помогать существам. Таким образом, они облегчают бремя бодхисаттв, груз, который несут бодхисаттвы. И поэтому бодхисаттвы приходят к этим гуру и говорят им: большое спасибо за то, что вы помогаете нам. То есть они складывают ладони у сердца и выражают свою благодарность и свое почтение. Это то, как это объясняется. Почему бодхисаттвы, включая великих бодхисаттв, простираются перед гуру. Нам следует понимать значение этого. Если же мы просто будем читать строки Гуру Панчашики, не понимая значения, у нас могут возникать сомнения. Почему татагаты кланятся гуру? Почему татагаты кланятся обычным существам? И поэтому я хотела объяснить вам, почему бодхисаттвы простираются перед гуру. И если бодхисаттвы простираются и выражают таким образом почтение, то обычным существам следует это делать. Такое объяснение дается в Майя Самвара Тантре. И затем следует объяснение, содержащееся в Гухья Самаджи и Ваджра Панджара Тантре. Например, Дракпал Гьялсен
соединяет эти две тантры в своем объяснении. Необходимо понимать, что Ваджрапанджра является разъяснительной тантрой для Гухья Самаджи. Именно поэтому Джакпок Ялцин соединяет эти две тантры воедино. Он говорит, что в этих двух тантрах, Гухья Самаджи и Ваджрапанджаре, говорится, что обычные люди, обычные существа, даже если они являются ваджрами мастерами, им не хватает усердия. Почему им не хватает усердия? Потому что они обычные существа, лишь благородные, великие существа, бодхисаттвы обладают совершенным усердием. Обычные существа не обладают таким совершенным усердием, поэтому они ленивы, как говорится в этой тантре. И тогда татагаты, которые пребывают в 10 направлениях в 3 временах, они помнят о том, что они получили посвящение от своих учителей. То есть кто такие татагаты, кто такие Будды? Это те, кто в прошлом были обычными существами. Они получали посвящение от обычных существ. Затем они прилагали усилия на пути и обрели состояние Будды. И они стали Буддами, возможно, даже раньше, чем их учителя, чем те, кто даровал им посвящение. И поэтому они помнят об этой доброте этих существ. К примеру, как иллюстрация этого мы можем вспомнить о том, что произошло во время первого буддийского совета. Как вы помните, на первом буддийском совете собрались все архаты для того, чтобы собрать воедино учение Будды. И на этом совете тот, кто произнес все сутры, услышанные от Будды, был Ананда. И история Ананды говорит нам о том, что он был последним из всех, кто обрел состояние архата, обрел плод архата. То есть Ананда обрел этот плод позже, чем его ученики. И подобно этому, точно так же возможно, что татагаты обрели состояние Будды раньше, чем их учителя. И тем не менее они помнят о доброте своих учителей, и они кланяются кланяются своим учителям, простираются перед своими учителями. Таким образом, Будды прошлого простираются перед мастерами прошлого, Будды настоящего простираются перед мастерами настоящего и так далее. Именно поэтому и говорится, что гуру являются отцами и матерями татагат, поскольку благодаря этим учителям эти существа стали Буддами. И когда Будды простираются перед ними, они благодарят их за ту доброту, с которой их учителя привели их к просветлению. Итак, я повторяю, татагаты получили посвящение в прошлом, затем практиковали и обрели просветление. Если мы зададим вопрос, почему татагаты стали татагатами? Благодаря тем посвящениям, которые они получили от своих гуру, даже если эти гуру были обычными существами. Именно таким образом это объясняет Джакпок Ялцин в своем комментарии. Теперь взглянем на то, что говорит Джая Цангкапа. Джая Цангкапа говорит, что есть 3 типа посвящения. Это посвящение причины, освобождающее посвящение пути и освобождение, либо посвящение плода. И в этом контексте, под тем, что называется тантрами, мы имеем в виду тантры причины. А посвящение – это посвящение причины. Высшее посвящение означает, что это высшее, это чистое посвящение. Чистое означает, что оно даровано в полном соответствии с тем, что изложено в тантрах.
И поскольку оно соответствует той практике, которая изложена в тантрах, это посвящение является совершенно чистым. Есть комментарий на Самбудда Тантру, и в этом комментарии говорится, что ваджра означает бодхичитту. И тот, кто проявляет высшее поведение, бодхисаттв и чисто мирское поведение, поскольку в этом поведении содержится проявление истинной природы, такое существо является ваджрным гуру. И татагаты, Будды, пребывающие в 10 направлениях, 3 раза в день, утром, в полдень и вечером, приходят к такому гуру и простираются перед ним. И если Будда простирается перед ваджрным мастером с таким почтением, то что же говорить об обычных существах, об обычных учениках? Конечно, без сомнения, им следует также выражать свое почтение гуру. И затем Джай Цангкапа приводит цитату из 17 главы Гухья Самаджи. Мы уже цитировали это изложение. Это также то, что содержится в 10 главе Тантры «Сеть иллюзий». То есть как в Гухья Самаджи, так и в сети магической иллюзии говорится одно и то же. То есть он также приводит эту цитату. И также Джай Цангкапа говорит, что эта цитата соответствует учениям и ученых прошлого, таких как Чандракирти, Вималагупта, Шантипа и другие. И разъяснять 50 строф можно как на основании трактатов, так и на основании постижения. То есть 2 способа объяснения, почему обычные существа должны простираться перед своими гуру, перед своими учителями. Таким образом, если мы соберем воедино много различных разъяснений, то смысл сказанного в этой строфе будет более понятным. Я надеюсь на это. В любом случае, когда мы говорим когда Джай Цангкапа разъясняет это, то он очень ясно утверждает, что все разъяснения содержатся в тантре. Также он ссылается на комментарий Калачакра тантры под названием Вимала Прабха. Он говорит, что все интерпретации могут быть 2 видов. Это интерпретация либо разъяснения абсолютного смысла и интерпретация относительного смысла. И в том, что касается абсолютного смысла, это объясняется таким образом. Ученик должен почитать своего гуру, от которого он получает посвящение. Почему? Потому что ваджрный мастер является Буддой, является Татагатой, он является Буддой Шакьямуни, воплощением всех Будд. Он обрел полное совершенное просветление благодаря 4 посвящений. И он обрел высшее состояние Махамудры. И когда бодхисаттвы, пребывающие во всех направлениях всех миров, простираются перед таким гуру, который является Буддой, то их скандхи, их
совокупности в их телах, это и есть татагаты. То есть татагатами называются совокупности в их телах. Это высшее понимание того, чем является скандхи. Это можно разъяснить таким образом, согласно комментарию Калачакратандри. И на это похоже также и то, как это разъясняется согласно относительному смыслу. Здесь также говорится о теле учеников. То есть тело ученика воплощает в себе миры 10 сторон. То есть тело ученика — это есть 10 направлений, 10 сторон света. И скандхи — это татагаты. И когда мы говорим о том, что татагаты 10 сторон простираются перед гуру, это лишь означает, что ученик простирается перед гуру. То есть его тело — это все стороны света, и его скандхи — это татагаты. И поэтому, когда простирается ученик, простираются все скандхи в теле ученика, простираются все гуру, все татагаты. Таковы два разъяснения. В абсолютном смысле гуру уже обрел 4 постижения, высшее состояние Махамудры. Он уже является Буддой, именно поэтому перед этим мастером простираются все татагаты, и мы простираемся перед ним. И в связи с этим также следует вспомнить о комментарии Калачакратандри, сложенном Джумипамом Римпоче. Джумипам Римпоче говорит, что в наше время, темное время, время упадка, есть много тех, кто совершенно не заботится о линии передачи посвящения. Они не заботятся о благе существ. Они лишь хотят получить субстанции самаи. И поэтому они просто льют воду на головы учеников во время посвящения. И может ли человек, который просто льет воду на голову ученика, быть тем, кто заслуживает простирания, заслуживает выражения почтения? Просто способность лить воду на чью-то голову не означает, что такой человек является ваджра-ачарьей, является гуру, поскольку ваджра-ачарья — это тот, кто обладает качествами. Гуру обладает качествами просветления, и эти качества излагаются в тантрах. Лишь такой человек, наделенный качествами истинного гуру, он заслуживает уважения, почтения всех бодхисаттв, всех обычных существ во всех мирах 10 сторон. Кроме того, Мипам Римпоче говорит, что во времена упадка много учителей-шарлатанов. Они не заботятся о благе существ. Они просто пытаются обмануть существ. Они пользуются их наивностью, тем, что они не знают, что происходит на самом деле, и верят всему. И он говорит про то, что во времена упадка много таких шарлатанов. И именно поэтому очень важно определиться, а является ли такой гуру квалифицированным, обладает ли он всеми необходимыми качествами. И когда мы исследуем качества гуру и убеждаемся в том, что он является истинным, мы можем следовать за ним. Мы можем следовать за ним как за учителем. И если мы будем доверять всем учителям, не проверяя их, это не является верным. Это не совсем полезно, поскольку гуру — это не кто угодно. Гуру, либо то, что на тибетском называется лама. Лама — это перевод слова гуру. Это не просто кто угодно, это тот, кто обладает качествами. Именно поэтому нам следует использовать свою способность к развлечению, чтобы понять,
Обладает ли человек необходимыми качествами, обладает ли он необходимым уровнем познания. Не каждый является гуру, и поэтому не следует следовать за каждым, не нужно следовать за каждым, кто называет себя гуру. Именно об этом говорит Мипам Ринпоче. Кроме того, Джи Цангхапа приводит по этому поводу следующие цитаты, которые принадлежит к учениям сутры, то есть это не учение тантры, эта цитата также приводится в собрании сутр Атиши, и Атиши говорит, что эти слова принадлежат к сутре собрания драгоценностей. То есть это слова Будды, его учение для Ананды. В цитате говорится, Будда говорит: Ананда, если бодхисаттва пребывает в колеснице, и при этом все, что он делает, это наслаждается чувственными удовольствиями. То есть он вкушает вкусную пищу, носит красивую одежду, украшает себя, окружает себя красивыми людьми, то есть наслаждается всеми чувственными удовольствиями. И со стороны в результате он выглядит как просто кто-то, кто наслаждается чувственными удовольствиями. Однако по своей сути это существо является бодхисаттвой, который пребывает в колеснице. Чтобы колесница могла ехать, ей необходим возничий, то есть тот, кто будет ей управлять, тот, кто будет ее вести. Если нет возницы, нет возничего, тогда и колесница не сможет никуда ехать. И Будда говорит: Ананда, если для такой колесницы нет другого возничего, тогда Татагата поместит эту колесницу бодхисаттвы на свою макушку и сам понесет ее. Это означает, что если нет другого возничего для такой колесницы, тогда сам Татагата поведет ее. Это говорит о том, что даже если бодхисаттва выглядит как обычный человек, он, тем не менее, приносит благо другим существам. Если нет другого возничего для колесницы, сам Татагата поведет эту колесницу. Именно так мы можем растолковать эту цитату Джи Цангхапы. И на этом давайте остановимся сегодня. Благодарю вас.